Друзья, в общем, пока греюсь в Volvo XC70. 2012 год, куплено в 2013 году, 2.4 дизель, 163 лошадиные силы. Такой интересный автомобиль вы сможете приобрести в автосалоне Лига Авто. Вся подробная информация в ссылке в описании к видео. Ребят, постоянно обновляется площадка. Заходите, смотрите. Все расскажут, покажут. Вот так по высоте, по вылету все регулируется на себя, от себя. Руль уже тянули, потому что там буквально 50, 70, 100 тысяч, и она быстро затирается. Вот такая Вольвидза. Надеюсь, сейчас она быстренько согреется хорошенько. Вот, и можно будет на ней потихонечку стартануть. Центральный так срабатывает. Самые безопасные, самые комфортные, для многих самые желанные автомобили. Очень интересное цветовое сочетание. Здесь вот немножко все коричневое, вот здесь коричневое и белое. Прям такое, завораживающее, завораживающее. Климат двухзонный автоматический. Сейчас, надеюсь, уже пойдет тепло, потому что я, в летних кроссовках уже достаточно сильно примес. Я думал, одна тачка будет на тесте сегодня, а оказалось, как оказалось, 2-3 будет. В общем, вход USB имеется, AUX, все обито аккуратно бархатом, невероятно комфортные сидушки, множество электрорегулировок и механических, допустим, как поясничный. Подпор сзади, вот такой бустер есть для детей. Вот, решеточка такая, допустим, если вы там собачек своих любимых перевозите или кого-то еще. Здесь вот тоже аккуратная подсветка у нас. Друзья, не забывайте подписываться на канал, будет еще очень много интересных и познавательных видео. Так все открывается, закрывается, тоже подсветка, понятное дело. Вот здесь у нас так, сзади тоже загорается как надо. Пожалуйста. Вот, в общем, я влюбился, можно так называть видео историю. Я влюбился, все хочу, не могу, в Volvo XC90 или XC70, вот как вот эта штучка. Ну что ж, здесь все реализовано грамотно, вот прям скандинавский стиль. Шведы, они знают, как заполучить своего автолюбителя, это точно. Здесь электромеханический стояночный тормоз, управление светом, открывание для крышки багажника, крючок бензобака, туманки, регулирование яркости подсветки приборов, электрорегулируемые зеркала. Все у нас с подогревом, работает отлично. Так, сейчас еще немножко протарахтит и уже поедем, наверное, потихонечку на тест. Вот эта парящая консоль тоже мне нравится для загрузки диска. Ну что ж, здесь органы управления, вот давайте просмотрим. Пожалуйста, станции можно выбирать вручную, как хотите. Вызвать, допустим, основное меню. Вот, кнопка назад, так, давайте-ка основное меню, вот. Показать радиотекст, показать установки, сканирование, настройки новостей, расширенные настройки для аудио, там и еще что-то, настройки для звука, низкие, высокие частоты. В общем, обратное усилие, тактильное чувство, очень приятное. Потому что для подогрева сидений тоже работает шустро, нормально абсолютно. Несмотря на то, что вот если предпусковой обогреватель какой-нибудь для этого дизеля, ну, и, наверное, автозапуск будет не лишним. Как минимум, здесь у нас бардачок, руководство по эксплуатации, один владелец, подсветка, тоже все в бархате, аккуратно, стабильно. Это что за педалечка у нас такая? Напишите в комментариях. Супер продуманы и супер фанаты Volvo. Ну что ж, сейчас, наверное, давайте уже пора будет тронуться. Вперед к приключениям на Volvo. Опа, опа, как. Мне нравится, как она загорается таким зеленым, вообще классно. Сейчас мне кое-что еще сделают. Так, и поедем в режиме драйв. Видите, ручное переключение, плюс передача выше, минус передача ниже. Тоже имеется. Здесь все такое холодное. Но, наверное, это пластик все-таки, это не алюминий. Вот, холодный пластик. Как-то так. Датчики парковки тоже срабатывают достаточно быстро, потому что сейчас в зоне срабатывания находится объект. Как-то так. Вот. И сейчас чуть-чуть я проеду. Под номерники не сделаю.
ощущение, что она на какой-то дичайшей гидравлической подвеске, это как минимум. Либо же она такое ощущение, что стоит, ну, вот, на хорошей пневме. У меня возникает ощущение. А на самом деле нет, просто так все хорошо настроено. Я такой думаю, что? Типа, что? Такое вообще реально? И да, представляете себе. Реально, все реально. Ха-ха. Она прямо это потихоньку, постепенно раскрывает свой потенциал. Сразу, так знаете, все не отдает, а потихонечку, постепенно. О, да. Вот так мы едем. Слушайте, ну все настолько плавно, что я прям балдею. Подогрев-то сработал так хорошо. Очень даже хорошо. Ух. Так, надо бы подогрев, наверное, отключить. Это просто как минимум. Так. Подогрев отрубаем. У меня ноги задубели просто. Льдышки и коротышки. Давай, печка, грей, пожалуйста. Я так сейчас задубею здесь по полной программе. Друзья, не забывайте подписываться на канал. Всем огромное спасибо. Для меня это очень важно. Как едет, как прет, сколько жрет, наверное, у многих вопрос. Да не особо много она потребляет, но едет очень достойно. Прям действительно очень достойно для такого класса автомобилей. Ну, удивительно. Удивительно, как она едет. Такой каждый раз думаешь, это Volvo, да, это Volvo, да, это Volvo, блин. Даже S40 в максималке, прям на дикой максималке едет очень здорово. Так, в ноги нужно. Окна и пол, нет, ноги. Пол, да, только пол. Мне нужно ноги согреть. Они у меня что вообще просто перемерзли какой раз. Давай, грей ноги, пожалуйста, Volvo. Я люблю шведские авто. Такие они теплые, хорошие, шикарно просто. Мультируль установлен, рычаги тоже крупные, не промахнешься. Вы знаете, в США любят, в Европе, в США продажи у Volvo просто бомбят. У нас еще не так прям сильно, а вот там эти тачки распробовали. Они не боятся зимы, они хорошо оцинкованы, не гниют. У них есть свой стиль, своя какая-то составляющая комфорта, своя, вы знаете, вот философия всего и вся, как они смотрят на этот мир, вот создатели Volvo, как они преподносят нам свои, не побоюсь этого слова, шедевры автомобилестроения. Вот сейчас вы посмотрите на S90, она какая она красивая, на XC90, на маленькие автомобили, на C30. Все это супер комфорт. Вот сидушки, ну просто в них таешь, просто тебя плавит в этих сидухах, потому что с каждым разом ты все больше и больше взращиваешь в голове эту мысль о том, что вот без Volvo никак, вот не могу, хочу Volvo. Это, конечно, странно и, возможно, звучит как-то прям нехорошо, но это так. О, дизелек старается. Дизелек 2.4. Уф, крутящего здесь тоже прилично. Где-то ближе 400 ньютон-метров он здесь есть. Плюс, скорее всего, здесь полный привод. Как бриллиант сделано. Все, вот этот селектор по переключению. Все монолитно, крепко, сбито. И поэтому ты думаешь, хочу Volvo, хочу Volvo. Очень высокопроизводительная печка, кстати. Вот сейчас уже сколько времени прошло, да? Автомобиль полностью согрелся. И да, слушайте, да, есть запал прям, он быстро согревает. О, Volvo. Штука очень классная. Какая она комфортная, слушайте, а. Вот кто до этого катался на гидравлической подвеске, допустим, у вас был Citroёn C5, кто катался на пневме, на хорошей пневме, но вы расстались с автомобилем, вот что-то себе ищете, что-то приближенное, не отдаленное, приближенное, вот Volvo. Вот, блин, Volvo и по-другому никак. Просто никак по-другому.
О, как она управляется, слушайте. Я прям чувствую эту массу, и что автомобиль тяжелый, все-таки ты понимаешь это, но в то же время, слушайте, она легкость управления, ты поражен просто, насколько она легко управляется. Обалденная штука, слушайте, я прям fall in love, влюбился в эту штуку шведскую. Так, автомат все передачи аккуратно тасует. Он больше на такой экономичный стиль езды заточен, но тем не менее, хо-хо-хо-хо, да, мощности достаточно для этой массы, несмотря на то, что, ну, это среднестатистический дизелек у этой штуки, как бы не особо прям вах, чтобы сказать, у меня там дизель на 350 кобыл, ну нет, конечно. Ну так он прям вообще хорошо идет, очень хорошо. Есть еще жизнь в этом автомобиле, факт. Так, вот сюда припаркую эту штукенцию. Так, датчики срабатывают. Смотрите, как все красиво. Какой-то бриллиант, подсветка. О, чего здесь только не придумали шведские инженеры. Такие, которые не хотят уставать, а хотят удивлять. Как-то так. О, наконец-то ноги греются. Уф, я оттаял, друзья. Много электрорегулировок, 3 позиции памяти есть на кресло, по высоте регулировка, вот так верхняя, нижняя часть, соответственно, поднимается в таком же приоритете. Вот так у нас все регулируется, поясничный подпор, все стекла автоматом опускаются и поднимаются, конечно же, здесь держатель для, допустим, парковочного талона, боковые подушки, силовая структура очень крепкая, то есть боковые удары держит на вот такой жирный лайкосик этот автомобиль. В общем, чисто структурно это очень мощная штука, очень мощная. Так, сейчас специально вот так отрегулирую я кресло вперед немножко подам, чтобы чистоту эксперимента соблюдать, и показываю факты. Так, включаем свет, туманки давайте тоже, дальний свет фар вот так, и аварийную сигнализацию. Все очень, знаете, вот по-домашнему уютно. О, слушайте, тут капот открыть, это просто невероятная штукенция. Уплотнитель, вот здесь что-то идет. Невероятно, просто невероятно. 17-е. 235 на 55 профиле, алюминиевые накладки. Смотрите, какое сочетание просто. Вот здесь вниз. Даже очень большие пробеги этой тачки не страшны. Рейлинги установлены. Сзади очень много места. А, после мойки, да? Ну, после мойки замерз. Ладно, бывает, ничего страшного, отогреется. Дизелек. А, вы посмотрите, указатели для поворота какие огромные. А, вы посмотрите, просто гигант какой-то. Не знаю, тоже сколы, царапинки, притертости, если даже есть. Вообще, этой тачке по барабану, она не гниет. Ну, конечно же, подкрашивайте их, но даже если вы это дело, так скажем, не сильно... Так, где открытие? Не сильно будете нажимать, ничего страшного. Вот на Volvo такое открытие иногда очень прикольное. Так, вот здесь открытие. Оп, все. Зелёка, слушайте, высоко поднимается. Очень высоко даже. Воу. Спокойно работает дизель. Турбина ходит долго. Форсунки, усадки, ВПР, что-то еще. Возможно, поменяете, и все, и дальше поедете на этой вольнице. Вперед. Volvo. Линзы, ксенон стоит, омыватель фар имеются. Защитный пластиковый обвес, тоже все красиво. Надеюсь, с этой стороны, ага, оттаяла. Так, с этой стороны, ага, все хорошо. SIPS система. Volvo, почитайте, загуглите, классная штука. Здесь механические регулировки, как видите.
Так, все добротно. Так, по высоте можно накачать все. Кожа тоже очень по структуре приятная. Боковые подушки, пожалуйста, здесь у нас вот так все открывается. Подстаканники, ну очень продуманное авто. Здесь тоже регулируется. Подвод у нас так есть? Нет, здесь воздуховодов нет, к сожалению. Ну, как бы то ни было, она очень, знаете, такая машина, которая быстро прогреется. Здесь воздуховоды так реализованы, что весь салон достаточно быстро прогревается, поэтому вот даже можно не переживать. Как-то так. Кожа еще в очень хорошем состоянии. Пробеги огромные, я повторюсь, не страшные тачки. T4 All-Wheel Drive. Это просто какой-то, знаете, не побоюсь этого слова, автомобиль, который проедет там 5 миллионов километров и с ним ничего не произойдет. Вот у меня чисто такое ощущение возникает, как минимум. Смотрите, как, да что можно здесь сделать? Вот таким образом. Розетка. В общем, все невероятно добротно. Ага, электропривод. Вот как все происходит. Раздвоенный выхлоп. По подвеске тоже очень надежно. В общем, классная штукенция. Очень классная. Рассчитана на долгие годы счастливой эксплуатации. Это просто как минимум. Холодно. Холодно, друзья, холодно. Хорошо. Задубели мои ножки. Вам, наверное, хорошо в тепле сидите. Надо все на зимневых приходить. Я в студенческие годы как-то, знаете, вот тоже в таких вот штуках гонял. 35-градусный мороз. Зато на стиле холодно, но, блин, на стиле. Зато самый стильный чувак. Как-то так. Берегите, ноги держите всегда в тепле. Ноги в тепле, все болезни от ног. Такие дела. В общем, отличная Volvo, я рекомендую. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, берегите себя. Лайкосик с вас.